Чтобы спасти 2 детей из дома под лавиной, понадобилось около 5 часов. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого важного, что происходит в Таджикистане. Лавина, сошедшая в Хороги, по последним данным, унесла жизни 13 человек. Еще 12 человек получили различные травмы. Для спасения пострадавших были привлечены не только профессиональные спасатели, но волонтеры и добровольцы. Они поделились, как проходила спасательная операция. Шайбон Яфталиев, профессиональный спасатель, за плечами которого 20-летний опыт спасения людей. Он извлекал людей из кабины автомобилей, которые падали в реку, нырял на большую глубину, спасал застрявших на горных высотах альпинистов. Также Шайбон руководил поисково-спасательной операцией по эвакуации тела пилота Сергея Тютина, погибшего при крушении вертолета в районе ледника Фетченко в августе 2021 года. В прошлом году Яфталиев ушел на пенсию и сейчас является консультантом в добровольческом отряде спасателей агентства Ага-Хана по Хабибат, база которого дислоцируется в Хороги. У отряда есть специально обученные спасатели-водолазы, горные спасатели, спасатели по ликвидации техногенных ЧС. 15 февраля к нам поступил сигнал КЧС о сходе лавины, и мы в составе 15 человек отправились на помощь, рассказывает Шайбон. Из-за большого количества снега приходится работать часами. К примеру, чтобы вызволить 2 детей из дома, который накрыла огромная лавина, нам понадобилось около 5 часов. К помощи подключились и местные жители, никто не остался в стороне. По его словам, жертвами лавины стали не только те, кто находился в тот момент в своих домах, некоторых стихия настигла на дороге. Так лавина накрыла микроавтобус, в котором находились 10 пассажиров. Машина опрокинулась в 5-метровый овраг и вылетела на берег реки Шахдара. Все пассажиры остались живы, но получили различные травмы. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля и доставили в центральную больницу Хорога. Сегодня в Хороге идет дождь, но спасательные работы продолжаются, продолжает Яфталиев. По имеющейся информации, помощь требуется еще 3 людям, которых в данное время пока не удалось найти. Работы предстоит очень много. Необходимо расчистить около 700 метров снежного покрова. Как ранее сообщали в КЧС, толщина снежного покрова в Хороге в настоящее время составляет 95 сантиметров, а в высокогорных селах доходит до 1,20 м. Как вам такая ситуация, и что таджики не остались в стороне, даже обычные люди, и помогают? Анфаршо Шалангаров, в прошлом полковник пожарной службы, также является консультантом добровольческого отряда спасателей агентства Ага-Хана по Хабибат. Вчера под завалами лавины оказался целый 2-этажный дом в Хороге, рассказал Анваршо. Спасатели и волонтеры совместно с государственными структурами работали до позднего вечера. В доме находилось 12 жителей. К сожалению, 6 из них мы вызволили уже мертвыми. Тем, кто оказались под обломками, удалось выжить. Дом полностью повредила стихия. До ночи продолжала работать техника, расчищая дороги. Как отметил Анваршо, высота снежного покрова в результате схода лавины доходила до 6 метров. 2 других жителей, по словам спасателя, оказались в смертельном снежном плену прямо в автомобиле около заправочной станции. Их спасти не удалось. Лавина неслась настолько быстро, что они не смогли вовремя среагировать. В рамках программы фонда Ага-Хана в каждом районе и джамоате Горного Бадахшана имеются свои волонтерские группы, которые привлекаются к КЧС к спасательным операциям и помогают спасателям-профессионалам. Они ежегодно проходят обучение и готовы действовать при первом сигнале СОС. По словам Анваршо, волонтерские группы из числа местных жителей сформированы практически во всех районах Гбао и Рашской долины. Всего насчитывается 224 группы по 20-25 человек в каждой. Они созданы для помощи местным джамоатам, чтобы быстро среагировать в случае различного рода ЧС до прибытия профессиональных спасателей. Как показала практика, такое сотрудничество дает хороший эффект, очень хороший. И подобные волонтерские формирования планируется создавать и в других регионах республики. У каждого спасателя и волонтера для работы с лавинами имеется лавино-спасательное снаряжение. Это лопаты, щупы. Также выдается специальная одежда. У спасателей добровольческого отряда и волонтеров она отличительно ярко-желтого цвета. У нас всегда много работы, поскольку в зимнее время к Бао очень часто сходят лавины, а в летнее время нередко приходится вызволять из рек автомобилистов и приходить на помощь альпинистам, отмечает Шайбон Яфталиев. Напомним, по сообщению пресс-центра КЧС Республики Таджикистан, по уточненным данным, полностью в Хороге пострадали
4, частично 35 жилых домов и 5 хозяйственных объектов. Синоптики прогнозируют, что опасность схода лавин будет сохраняться до 19 февраля 2023 года. По данным КЧС, с 13 по 15 февраля на территории ГБАО зарегистрировано 27 случаев схода лавин. Из опасных участков безопасные места были эвакуированы в Ванжском районе 11 хозяйств, в Рушанском районе 335 хозяйств, в Шугнанском районе 10 хозяйств, в Рожткалинском районе 39 хозяйств и в городе Харок 17 хозяйств. КЧС призывает водителей воздержаться от поездок по всем горным дорогам Душанбе-Худжанты, Душанбе-Харок, Душанбе-Рашт-Ляхш до особого распоряжения из-за обильных снегопадов и плохой видимости в горах, а также просит население не выходить на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Как вы относитесь ко всей этой ситуации и к работе нашего правительства, добровольцев и всех служб? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.